мне пришлось принять решение о ликвидации воров в законе. Понимаете? Ради государства. И это решение я принял. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев атайын кызмат Кримтөбөл Камчы Гүлбаевди уюшкан кылмыштык топторду жеңүү үчүн жок кылганын билдирди. Воры в законе, положенцы, смотрящие по всей стране, охватили власть. У них была система такая же, как у государства. У них был президент, вор в законе, да, и остальные. По областям, по районам, по городам. Нам пришлось принять вынужденные меры, я вам скажу правду, тем, что мне пришлось принять решение о ликвидации воров в законе. Понимаете? Ради государства. И это решение я принял. И мы его ликвидировали. В дальнейшем ликвидировали его сообщников, его других членов оргпреступности. В стране нет оргпреступности. Это единственная страна в Центральной Азии, даже вообще не в Центральной Азии, наверное, постсоветских стран, у которого не имеется оргпреступность. Сейчас предприниматели никому не платят, как ранее. Первое время, когда после того, как мы их ликвидировали и убрали, даже предприниматели бегали, они искали, кому платить. Понимаете? Даже они к нам приходили, кому теперь платить, кому теперь отдавать те средства, которые они десятилетиями отдавали. Даже нашу страну начали прогибать под другими лидерами оргпреступности других стран. Вот Салим Байватча в Узбекистане. Он полностью контролирует нашей страны. На юге все лидеры оргпреступности, все крупные бизнесмены, даже политические какие-то деятели, депутаты парламентов, к нему шли, с ними собеседовались, и то, что он сказал, то они исполняли. Но все-таки мы это победили. И коррупцию также победим. Атайын кызматтын башчысы кылмыштуу топтордон тышкары коррупция менен күрөшүүдө уланып жатканын билдирди. Ал жемкорлуктун айынан 2021-жылы жазында болгон кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда кыргыз жоокерлери дээрлик куралсыз калганын белгиледи. Я вам приведу один пример, что когда произошло столкновение с Баткенской областью с таджикскими военнослужащими, когда у нас произошел этот конфликт, полгода, как мы пришли к власти, мы вышли с ними, как говорится, конфликтоваться ни с чем. У нас ничего не было. У нас ни одна машина, боевая машина, не завелась. Ни одна машина не вышла на защиту Родины. Так? Наши солдаты Министерства обороны, в основном солдаты пограничной службы, выходили только с автоматами и пистолетами, произведенные 50-40 лет назад. Ничего у них не было. Даже у них бронежилетов не было. Поэтому у нас потери были большие. Наши солдаты пограничной службы выходили охранять государственную границу на тех УАЗиках старых, которые нам выдавали лет 10, 15, 20 лет назад. Или на этих портерах. У них других боевых машин не было. Зарплата была 15-17 тысяч сомов. То есть практически государство даже не смогло обеспечивать свою национальную безопасность. После мы начали вести работу слаженную. В данный момент ситуация кардинально изменилась. В данный момент наши вооруженные силы являются одним из самых боеспособных в Средней Азии. Когда я о коррупции сейчас говорю везде, всюду разговариваю и встречаюсь с руководителями, все усмехаются, многие усмехаются надо мной. Вот посмотрите, нам потребуется год-два, и мы этот отрицательное явление в нашем обществе искореним. Не будет коррупции в нашей стране. Если она даже останется минимальным образом, минимальный уровень останется коррупции в нашей стране.